Сюдикто, вечер добрый. Это информационная программа «События». В студии Аза Вахаева. Смотрите в этом выпуске. Старые, добрые, но уже новые соседи. Артисты чеченского драматического готовят подарок для театралов. Взмах дирижерской палочки и льются волшебные мелодии. Концерт симфонического оркестра собрал юных меломанов. Пока мы едины, мы непобедимы. В Грозном прошла встреча руководителей общественных организаций республики. Объединиться ради общего блага. Под таким девизом в Центре молодежных и детских объединений «Перспектива» состоялась встреча руководителей общественных организаций республики. Проблемы обсуждались самые разные. Здесь же искали причины их возникновения и находили способы решения. 2013 обещает стать годом совместной деятельности. Впрочем, не буду забегать вперед. Абдулла Сугункулов, обо всем по порядку. Самое обидное – потерять проект или не организовать мероприятие из-за нехватки финансов на реализацию или отсутствия опыта, рассказывает руководитель молодежного движения «Диалог» Лейла Аюбова. Женщина с 10-летним стажем работы в этой сфере не раз сталкивалась с подобными проблемами и не понаслышке знает, как тяжело начать общественную деятельность на первых порах. Чтобы научить их писать проекты, вот, вновь открывшиеся организации, научить их писать проекты, тоже помещение нужно было. Информированность на сегодня, обучающие мероприятия. Хоть мы и говорим, но в корне необходимо. С такими проблемами сталкиваются почти все организации республики, занимающиеся общественной деятельностью. Идея круглого стола на базе Центра «Перспектива» – сплотить усилия объединений для более плодотворной работы на благо региона. Единая площадка необходима для решения вопросов организации различных мероприятий и создания новых проектов, считают здесь. Кроме того, молодым организациям часто не хватает средств для реализации своих задумок. Мы хотим составить общую работу, которая будет полезна для нашей молодежи, для наших детей в молодежной сфере по Чеченской Республике. Поэтому мы собрали их, каждому предоставляем свое слово, поделиться своим опытом работы, чтобы мы могли перенять полезное у них, они могли полезно перенять у нас. Что мы хотим создать на базе нашего центра ресурсную площадку, мы для всех открыты для совместной нашей работы. Интересных проектов на текущий год у руководителей организации немало. Актуальная тема грядущего лета – занятость молодежи во время каникул. Например, на базе «Перспективы» уже открыты курсы английского языка и компьютерной грамотности. Доступно обучение и людям пожилого возраста. Занятия проводят специалисты учреждений, что привлекательно, такие курсы не ударят по карману. Старшее поколение тоже должно знать компьютер и для себя, чтобы они могли общаться со своими сверстниками, своими друзьями и родственниками, а также чтобы они могли следить за своими внуками, дочерьми, за своими родственниками, чтобы когда они пользуются интернетом, чтобы смотреть, чтобы они не залазили на какие-то неизвестные сайты. Круглый стол перерос в открытый диалог. Каждый руководитель предложил методы сотрудничества и индивидуальные планы на 2012. Год совместной деятельности должен дать хорошие результаты, заверили присутствующие. Все предпосылки для этого есть. Софинансирование и всяческая помощь по мере возможного будет осуществляться. Остается только активно включиться в работу. Абдулла Сугункулов, Руслан Абазаев, Имран Гайтукаев, телеканал Даймох. В новой интерпретации и уже новые соседи. Совсем скоро артисты Чеченского драматического театра имени Нурадилова представят зрителям республики спектакль по пьесе Саидхамзата Нунуева. Изменения коснулись не только названия постановки, обновился состав актеров. И теперь впервые она пройдет под руководством уже в качестве режиссера Амрана Джамаева. Смелые решения, народные образы и добрая атмосфера. На репетиции побывала Изарина Сусаева. Пьеса Саидхамзата Нунуева «Соседи» впервые была поставлена в 1987 году. Еще в то время Мимолту Салцаеву, режиссеру спектакля, удалось создать на сцене веселую и душевную атмосферу благодаря подобранному актерскому составу. Уже тогда «Соседи» приобрели своего зрителя.
И теперь снова можно будет посмотреть на «Соседей», но уже новых. Здесь и актерский состав другой, и сюжет дополненный, но и режиссер тоже. Под пристальным и внимательным взором Амрана Джамаева актеры отыгрывают свои роли. Кто-то говорит не так, а кто-то встал не туда. Режиссер указывает на погрешности. Кстати, «Новые соседи» – режиссерский дебют Джамаева. Впервые ему придется не самому играть, а координировать работу других актеров. Режиссер, он и актером должен быть, прежде всего. И от начала до конца у режиссера должно быть свое какое-то определенное видение. И, безусловно, он за все в ответе. Будет хорошо, спасибо и ему в том числе, конечно, прежде всего актерам. Если какие-то огрехи, это уже только один отвечает и виноват. Пока костюмы актеров не готовы, репетируют только текст. Амран Джамаев не упускает ничего, исправляет интонацию, показывает как надо. Скупые жесты, скупые взгляды. Работать надо вот на зрительный зал. Да? Соседи Нунуева изменились, но зато пьеса не утратила свою актуальность. Тема сюжета знакома зрителю даже сегодня. Проблемы дома, дочки, матери, недружелюбные соседи, которые улыбаются при встрече, а за спиной только о том и думают, как навредить. В общем, даже актеры считают, что спектакль будет понятен всем и понравится зрителю. Его видение, нунуевское видение, сможем донести до зрителям зала, до нашего зрителя, я посчитаю, это наша большая творческая победа. Мама счастлива, что дочку замуж выдала, кто-то жену ищет, а кому-то доставила радость, что соседа с работы уволили. Да, похоже, Нунуев создал пьесу, которая никогда не утратит своей актуальности. Проблемы будут всегда, а спектакль в исполнении актеров чеченского драматического позволит просто посмотреть на все это со стороны. Зарина Сусаева, Артур Ильясов, Магомед Магомадов, телеканал Даймок. Ну а жителям селения Самашки повезло особенно. В местном доме культуры состоялся концерт симфонического оркестра. В исполнении музыкантов звучали произведения мировых классиков и национальные мотивы. Услышанным зрители остались довольны. Оно и понятно. Мелодии вдохновения, разнообразие художественных приемов и сочетание глубины переживаний не могли оставить равнодушным. Лолита Хадизова продолжит. Государственный симфонический оркестр продолжает знакомить жителей республики с музыкальным искусством. Торжественные приготовления начались, технический персонал уже расставляет стулья и готовит аппаратуру. Так называемые гастроли по республике в этом году начались в селении Самашки. Сегодня мой первый концерт в качестве дирижера этого оркестра, нового молодого оркестра. Конечно же, безусловно, это очень ответственный момент, очень ответственный шаг. И для меня это, безусловно, волнительный момент. И все оркестранты тоже как-то волнуются немножко, переживают. Но мы все настроены очень позитивно. С момента его переезда в Чеченскую республику не прошло и месяца. Илью Петренко совсем недавно представили новому коллективу. Он и привыкнуть-то толком не успел, как его уже ждет дебют. Место для него весьма неожиданное. Маленький зал отдаленного села, но молодого дирижера не смущает ничего. Он привык работать в любых условиях. Репертуар для зрителя подобран давно, звук уже настроили. Осталось только дождаться волнительного начала. Программу действительно подготовили разнообразную, и зря волновались музыканты. Зрители одинаково хорошо встречают и эстрадные произведения, и мировую классику, а особенно отмечают композицию «Палладио» Карла Дженкинса. Каждая композиция вызывает теплые аплодисменты, хотя и не обошлось без зажигательной лезгинки в исполнении местной ребятни. Все же оркестр под руководством молодого дирижера покорил зал, не избалованный произведениями признанных классиков. Не каждый день удается увидеть классические национальные произведения, играют очень красиво, вживую. Хотелось бы почаще, чтобы приезжали и выступали. Концерт прошел без преувеличения при полном аншлаге. Следующее место назначения – Ачхой-Мартан. И так по всей республике. Лолита Хадизова, Усман Мадаев, Магомед Магомадов, телеканал Даймок.
Почему копировальный аппарат называется Xerox? Когда поссорились владельцы компаний Puma и Adidas? И почему, отвечая на телефонный звонок, мы говорим «Алло». Об этом и многом другом из мира следующий материал. Сколько бы раз ты не брал трубку телефона, первым делом произнесешь «Алло». По некоторым данным, это слово является самым произносимым. А вы хоть раз задумывались, откуда пошло это слово? Если бы не «Алло», наше приветствие по телефону обозначалось словом «Махой». Так привлекали внимание человека на том конце провода первые пользователи изобретения Александра Белла. Примерно это означало «Эй, на палубе». Томас Эдисон продолжил дело Белла, и он, можно сказать, стал отцом прототипа телефонного приветствия. Именно при нем в трубке чаще начало звучать «hello». Для тех, кто знает английский, перевести сложности не составит. Со временем первая буква покинула слово, и отсюда пошло всем известное «алло». Название российского поискового ресурса Яндекс на самом деле является аббревиатурой, причем разной на русском и английском. Если говорить проще, языковой индекс на русском и yet another index на английском. О том, кому пришла в голову такая идея, точно ничего не известно, но по официальной версии это был один из разработчиков поисковика. История названия Apple достаточно комична. В один прекрасный день, по истечении 3 месяцев безрезультатных попыток придумать название для компании, Стив Джобс пригрозил партнерам, что если до 5 часов вечера они не предложат ему подходящий вариант, то он назовет компанию в честь своего любимого фрукта – яблока. Так и получилось. Создатель Xerox Честер Карлсон хотел подчеркнуть тот факт, что до появления его изобретения копировального аппарата, работающего на основе сухого красящего порошка, существовали только технологии влажного копирования. Поэтому Честер сел за словари и нашел в греческом языке слово «ксер», буквально переводящееся как «сухой», и на основе его придумал название для своего аппарата Xerox. С названием Adidas и Puma также связана интересная история. Когда-то давно два брата, Адольф и Рудольф Даслеры, основали общую компанию по пошиву обуви. Назвали они ее незатейливо – Dassler. Но после смерти отца братья сильно поссорились и решили идти каждой своей дорогой. Они условились не использовать больше общего названия. Адольф назвал свою новообразованную компанию Adidas от сокращенного имени Адольфа – Adidassler. А брат Рудольф основал фабрику Руда, позже переименованную в Puma. Кодек. Кей – любимая буква Джорджа Истмана, основателя компании. Он искал слова, начинающиеся и заканчивающиеся этой замечательной буквой. Тем более, что во всех алфавитах Кей пишется одинаково. В конце концов, было выбрано кодек. Якобы именно такой звук производит фотокамера при съемке. Аза Вахаева, Имран Гайтукаев, телеканал Даймок. Ну вот и все, много интересного впереди. Я прощаюсь ненадолго. До следующего выпуска новостей. Всего доброго, Ади Кейлшу.